У нас очень красивые кошки сейчас Ну находятся что, здесь, по-моему, да? наш лайфхак сработал. Посмотри, какое Смотрите, чудо. как ему сильно нравится, этому замечательному коту. Котику. Ну что ж, давай представим наших замечательных гостей. Это кошатницы, правильно я сказал, да? Анастасия Мухамедзянова, ее мама Гуля Мухамедзянова, ну и Гульнара нам помогает немножечко. Спасибо вам большое. Доброе утро. Мои хорошие знакомые, а Настя моя студентка. Ух ты, Серьезно? ничего себе. Так вы Да. многое о кошках, получается, знаете, да? Не только как вот те, кто Всю держит. жизнь практически. Как же так случилось, что у вас дома не одна кошка, а Даже не несколько? две, да. А сколько у вас, кстати, кошек? Ну, вот у нас дома 4, 2 подъездные, которых мы тоже как бы, они просто приблудились, видно, в мороз, мы их всех стерилизовали тоже. Мгм. Ну и вот так Ну, вот живут, хорошо, охраняют всё. подъезд, да. А как так получилось, а? Вот что Ну, вы решили завести? У нас был один кот сначала, Тихон, в подъезде, вообще во дворе его звали Сказочный. Он был очень красивый, и вот он как-то гулял, его просто сбила машина. Ну, дети были маленькие, плакали, и пришлось, вот сотрудница у меня вот нашла нам вот этого Красавцы. котенка, да. Мы его приобрели, а вообще курильский бобтейл такая общительная порода, что он один в доме находиться не может. Когда мы все были на работе в школе и так далее, мы вот взяли ему вот эту вот красавицу. Маленький котенок, который тоже попал к нам в дом не просто так. Она была последняя в помете и не ела сама. Мы ее кормили из пипетки, и Персик у нее был практически мамой. Ничего себе. Они вдвоем, вот да, Персик рос, Лариса А как росла. вообще они между собой уживаются? Ну, Есть вот конкуренция? характер. С характером, да? Конкуренция, ну, на первом месте Персик, потом Лариса, потом вот у нас Маруся приблудилась, она была побитая. Настя ее привезла в клинику, прооперировала. Да, Гуль, вам нужно чуть-чуть кошечку отпустить, микрофончик, вот она. чтобы у вас, да. Капризничала. Да, Ой, услышал. не Настя, уходи. расскажите, пожалуйста, а вот кто в вашей семье берет на себя обязанности по уходу за кошками? Как, и в какой степени они делятся вообще, если они делятся? Ну, как я вот стипендию получаю, например, могу дать маме там, чтобы она корм закупила, еще что-нибудь там для лотков. Сейчас одинокая слеза у меня должна скатиться. А большинство как бы на маме. Мы просто тащим их домой. То есть мама все-таки этим занимается, Кошки да? любят маму. Да. Понятно. Понятно, Ой, ну хорошо. Ну а пошел как вы гулять, считаете, ничего страшного. вот Он такой. сильна ли разница между ситуацией, когда у тебя одна кошка, да, и, например, там 5 кошек? Это вот много времени вообще отнимает? Мы абсолютно, мы их как-то, они не мяукают, не мешают. Мы такого дискомфорта мы не видим вообще, не ощущаем. Ну, это, наверное, как с детьми говорят же, что если одного уже Где один, родил, там и да, трое. там и трое, действительно. Ну, здесь вот, знаете, здесь получается, это не наша прихоть, что вот хочу столько-то кошек дома и все. Здесь вот, это вот тоже у нас подобрашка, двуртерьерчик, вот это подобрашка, вот это. Эти вот две, ну, они полукровки, так скажем. У них папа породистый, хороший. А Персик у нас чистокровный, он вот пошел гулять, чистокровный бобтейл. Мы его Девочки, вы, приобрели. наверное, не раз слышали вот эти вот все шутки, прибаутки, да, по поводу одиноких женщин с 10 кошками. Вообще вот мы, конечно, не согласны с этим. Ну, Я, по это, крайней конечно, мере, точно, да. стереотипы, да. Да, действительно. потому Ну, а что- вообще в целом, вот скажите, когда у тебя есть домашний питомец, все-таки, наверное, ты не так чувствуешь одиночество, да, если ты еще как бы не нашел вторую половинку. Это, знаете, это просто, я считаю, это такая любовь. И они ведь тебя любят. От души, Они да. встречают, да, как-то. Но мы всегда занимаемся своими делами. У нас очень много друзей. Как-то вот мы не посвящаем такая вот любовь, да, вот что вот, ой, вот у меня кошки и все. Такого нет. Они сами по себе. Не зря же кошка сама по себе. Ну, у вас ухоженные кошечки, знаете, такие красивые, Да. я бы так сказал. Ой, я бы хотела сказать, как вот врач, да, они приходят к нам в наш ветеринарный центр, они очень хорошо ухаживают за своими животными. Действительно, вот приятно на них смотреть. Ухоженные, постриженные, всегда привитые, стерилизованные.
Но это все-таки лицо, да, хозяина. его Конечно, питомец. конечно, да. А как вы относитесь к тому, что вот говорят, ведь всегда сравнивают собаки и кошки, да, то есть собака это то животное, которое вот, ну, очень привязано к своему хозяину, прям преданно смотрит ему в глаза. А кошки, я слышал и читал о том, что это те животные, которые позволяют себя любить, Да. так снисходят до хозяев. Как вы к этому относитесь? Ну, я считаю, что нет, вот все кошки То у есть вы всех... чувствуете эту обратную связь, Конечно, конечно, конечно. Я вот эта моя кошка, вот она от меня никуда. Я вот бывает, что когда болеешь, она вообще, это как врач. да? Мгм. А никогда не хотелось Поэтому- завести собаку, может быть, или У какого-то меня другого? была немка, почему? Да? Да. Жила с котом, без вопросов, они Вот так Настя сейчас дружили. кивает, Настя говорит, сказала, что да. еще да, хочется. У нас был Хочу немец. собаку. Собаку. А мама, видимо, против, да? Пока Нет, против, я, да. ну, Договорились. Приятно. построить дом, будет собака. Ясно. Ну а вообще в дальнейшем планируете еще заводить пушистых таких? Вы питомцев? знаете, вот это не такая прихоть, вот, что хочу. Это вот, ну, любовь, и я считаю, что и сострадание. Вот эти кошки не просто так пришли домой, это все подобрыши, их люди просто выбрасывают на улицу. Мы их берем, стерилизуем там, лечим и так далее, а потом пристраиваем, если получается. Ну, вот этих двоих Если не нет, то получилось. остаются в да? семье, да. Но они совершенно не мешают. У нас дома чисто, как-то... У нас даже приходит, кто не знает, потому что кошки все прячутся по углам. И если выходит один знакомится, второй, третий, а сколько у вас? Мы так 4. А почему у вас не пахнет? Ну, не знаю, потому что, наверное, убираю. Настя, скажи, пожалуйста, а вот твои близкие, друзья, однокурсники, как относятся к тому, когда узнают, что у тебя дома там 4-5 домашних кошек? Все такие, о, можно к тебе персика посмотреть. Да. Ну вот кто со мной были на практике, как бы у нас в Алексеевке, то приходили, да, Мгм. гладили. А никогда не возникало мысли поучаствовать в каких-нибудь выставках, соревнованиях? У нас персик вообще-то у нас заводчица Наталья как-то предлагала, ну что-то мы его так жалеем. Ну, для животных Это выставки стресс. это большой Да, стресс, это большой конечно. стресс, поэтому как-то... Вот они у нас дома никуда не ходят, они чисто домашние животные. Ну, То не есть зря они на говорят, что улицу это- тоже Нет. нельзя? У их них возить? лоджия, они гуляют там, как бы, потому что, ну, чистые Вот, животные. кстати, не Гульнар, ходят. а надо животным гулять все-таки? Да не обязательно. То есть лоджия вполне Вот подходит. Это же есть- животные. Нет, собакам, да, необходимо гулять, особенно гиперактивным. А кошки, они вообще, как говорят, если бы кошки не спали 20 часов в сутки, они бы создали свою цивилизацию. Так что отдельную. Они спят 19-20 Так- часов в сутки. Практический вопрос. Вот мы сейчас все кошек поддержали, да, вот Юля поддержала, я поддержал, Пушистая вас, Гульнаран, да. видно, что вы держали кошку. Я Ну, к этому спокойно отношусь. Но не все женщины относятся к этому так же спокойно, как и вы. Как с этим бороться? У нас на выходе всегда лежит клик. Да, по себе. Ну, и тем более Да, сейчас да, вывели да. новые породы, Рекс, например, да, который тоже с очень мелкой шерстью. Нет, ну ладно, это на одежде, но это же по всей Сфинксы квартире Нет, же. Фликсы, здесь да. выход такой. Сейчас вот начинается апрель месяц, да? Конец апреля, конец июля у нас стрижки. Вы думаете, мы не стрижемся? Подливеночка У нас полностью подливенка стригут, все да. стрижены. Остается Понятно. голова и кончик Да. хвостика только. Было и бы всё. желание, а выход всегда можно найти, Конечно, правильно? конечно. Хорошо, в продолжение нашего разговора предлагаю сейчас ответить на такой вот, может быть, нестандартный вопрос. А с каким животным вы себя сами ассоциируете? Да? Подумайте вот 5 секунд. Почему этот вопрос? Потому что есть специальный тест психологический. Мы сейчас результаты его зачитаем, пока вы думаете. Не обязательно с кошкой, может быть, совершенно там акула, жираф, хоть кто. Вот, Гульнар, вы с каким животным себя ассоциируете? Очень интересно Ой, узнать. ну, если честно, я с детства, я кошатница, других животных я Ну, то есть никогда с кошкой, не... да? Я только Кошка, кошка, да. да. Милые дамы, прошу вас. Не знаю, мне, наверное, больше какой-нибудь орел. Орел, Орел, хорошо, да. Настя. Ой, я не знаю, или черепаха, наверное. Хорошо. Юля? Отлично. Я, кстати, у меня в школе проводили такой тест, тоже сказала, что я орел. Представляешь?
А мне всегда черная багира почему-то. Ну, Ну, читаем узнаем, результаты. что же это такое. Любимое животное это не только ваш энергетический дар, это еще и помощник, да, это отражение вашей сущности. Если это птицы, то это символ свободы и духовной жизни. Вы терпеливы, мудры, но в то же время непоследовательны, непоседливы и стремитесь узнать истину. Собак выбирает резкая, эмоциональная натура. Вы не особо многословны, любите порядок, четкий план действий, поэтому все, за что беретесь, старайтесь выполнить быстро. Кошек выбирают люди, которые доверяют внутреннему голосу. Вы не спешите действовать, потому что все ваши слова чаще всего так и остаются простыми словами. Зато отлично разбираетесь в моде. Ящерицы и змеи нравятся людям, которые могут годами копить обиду, причем срываются они на близких людях. Всех водных представителей выбирают люди, которые привыкли стоять в стороне и лишь наблюдать за происходящим. Зато перед тем, как что-либо сделать, вы 100 раз подумайте и затем выполните поставленную задачу без ошибок. Если же вам симпатизируют хищники, то вы наверняка жесткая и выносливая натура. Вы не переносите монотонной работы с бумагами, увереннее чувствуете себя во время активных действий, когда результат работы можно увидеть воочию. Любопытно, совпадает? Ну, да. По-моему, тоже. У меня совпало. Совпало, у меня Да, тоже да, совпало. да. Спасибо огромное, что вы пришли. Приходите еще, участвуйте в выставках, чтобы было чем поделиться, порадовать всех остальных уфимцев.